Сегодня мы едем на гору. Не поднимаемся, а именно едем. Не пешком с рюкзаком за спиной, а на машине по самому настоящему асфальту. И гора у нас не похожа на Уральскую. Едем на северо-запад от Сыктывкара. Урбанистические пейзажи остались позади. С федеральной трассы за Кочеягом сворачиваем налево. Дорога становится узкой, все чаще встречаются выбоины. Водитель крепче держится за руль, в то время как пассажиры могут любоваться природой, сосновыми борами и березовыми рощами. Мы приехали в Усть-Вымский район на Коквицкую гору. Это место почти со всех сторон огибает Вычегда. На горе 13 сел и деревень. Первая из них – деревня Эжелты. Назвали ее так, как озеро, на берегу которого она находится. Это центральная улица деревни Эжелты, и тут же на этой улице находится главная достопримечательность деревни – Большой камень. Это не простой камень, с ним связано много легенд. Говорят, что на этом камне сюда прибыл Стефан Пермский. А еще говорят, что этот камень лечит. Особенно хорошо помогает при женских болезнях. Камень сильно нагревается на солнце и, может, и правда лечит болезни своим теплом. На самом деле этот камень согреет только летом в жаркую погоду, а когда похолодает, может, наоборот, навредить. В советское время этот камень хотели унести отсюда и выбросить. Пытались выкопать, но чем больше копали, тем больше становился камень. Есть мнение, что это всего лишь верхушка его, а на самом деле он очень большой и уходит глубоко в землю. С этим камнем связано много легенд, и местные жители верят, что камень действительно лечит. В старину люди приходили к нему во время праздников, да и сейчас камень тянет к себе людей. Тишина. Сложно встретить кого-то на дороге в такой маленькой деревне. В Эжелты всего несколько жителей. Большинство дачники, которые проводят здесь лето. Это Сергей Прохачев. Родился и вырос в Эжелты. Детство прошло у камня. Говорит, есть в нем какая-то сила, которая одному жителю помогла избавиться от алкогольной зависимости, а жене Сергея камень помог забеременеть. Я как бы для себя просто так вот сделала, что было, что не могла забеременеть, а потом посидела. Говорят, холодно, но я посидела, а потом получилось, что стала мамой. Может быть, и поверила, так захотела, а может быть, на самом деле камушек помог, потому что я, например, верю. Сергей тоже дачник. Зимует в городе, а тут в отцовском доме проводит лето. Занимается огородом и живет деревенской жизнью. Отец с матерью умерли. Сказали мне, чтобы я не бросал дом. Вот пока жив, слежу за ним. Я, можно сказать, тут живу. Скучно, магазина нет. Только во вторник и субботу привозят хлеб. Сергей часто вспоминает детство, начальную школу, в которой учился, и интернат в Туискерисе. А на выходные он возвращался домой пешком за 10 километров. В деревне жить можно, только никто сюда не едет. Был бы колхоз, тут можно любых животных держать. Люди сейчас ленятся. За этими красивыми воротами живет Баба-Яга. Это место для туристов. Хозяин дома, Геннадий Марковский, несколько лет назад купил этот столетний дом и восстановил его, сделал из него место отдыха. Вокруг дома много вещей, сделанных руками отдыхающих. Есть и отдельный дом Бабы-Яги.
Не на курьих ножках, но точно как из сказки, хоть и выглядит современным. На крыше даже обозначено парковочное место для ступы. В дом можно зайти, чтобы почувствовать себя Бабой-Ягой. А этот дом для гостей. Смотрите, а дверь-то какая низкая, как бы не стукнуться головы. Почему такие низкие двери? Так сказать, не потому что сама коми маленькие были. Просто когда вы заходили, вы дому кланялись, говорили: «Здравствуй, дом». Хочешь, не хочешь, поклонишься и дому, и хозяевам. Дом разделен на зимнюю и летнюю части. В зимней расположен музей. Там собрана коллекция разделочных досок. Такой музей в Коми один. Все началось с этой разделочной доски, которую Геннадий Марковский нашел в доме. Видимо, осталась от прежнего хозяина. Это интересная разделочная доска. Она особенная интересная доска. А дело в том, что если открыть, там будет внутри нее разделочная доска. Разделочная доска с Олимпиады. Сейчас я вытащу. Так сложно. Да. Ее сам привезли в подарок до Сараева, где сам проходил Олимпиада. В летней части дома встречают гостей. А на стенах висят картины отдыхавших здесь художников. В Ижалты часто организуют пленеры. Не умею играть, но, так сказать, балалайка живая, и как бы многие люди, которые приезжают старые, играют. Ждет своего музыканта. В сенях висят ковры, сотканные мастерицами. Скажем деревне Ижалты до встречи, а следующая наша остановка – деревня Ипа. Говорят, что раньше там жили маленькие волосатые люди. Название деревни произошло от имени Ипатий. Возможно, так звали первого жителя. Сегодня Ипа больше дачная деревня, но местные жители не спешат покидать ее. Это Александр Васильевич Туркин. Раньше у нас был колхоз. Работал водителем. Был водителем автобуса 10 лет. Это полуостров. Вычегда течет тут. Потом Вагвазина, Усть-Вым, Черный Яр, Айкино, Жешар. Почти все дачники. Некоторые зимуют в городе, а мне здесь нравится. Дом теплый, свет есть, не голодаю. Мне городская жизнь не нравится. Весной ловлю рыбу. Александр Васильевич скептик, не особо верит в чудеса. В Ижалты есть какой-то камень. Мол, если болит зуб, прикусишь этот камень, и боль пройдет. Это анекдот вроде. В Ипе есть свои легенды, в которые даже Александр Васильевич верит. Он сказал, что в старину тут жили маленькие волосатые люди, и назывались они Чуть. Одна бабушка говорила, что они жили на полях в маленьких каменных домах. Наши зимы холодные, поэтому некоторые сбежали, а некоторые погибли. Поле очень каменистое. Когда спахивают землю, одни камни попадаются. Камней здесь и правда много, поэтому в легенду хочется верить. Только куда делись маленькие волосатые люди? Этого никто не знает. Когда-то тут было 32 дома. В каждом жила многодетная семья. Взрослые работали в колхозе, а дети учились в соседних селах. Елизавета Николаевна многое помнит, хоть и давно уже живет в городе. Родилась и выросла здесь. Дом переделала в дачу и сейчас с дочкой проводит здесь лето. Своя земля, свой дом, все свое.
Хоть шуми, хоть пляши, хоть что делай. Это дом дедушки и бабушки. Дом был очень большой, сейчас его уменьшили. Елизавета Николаевна говорит, что в лесу живет медведь. Каждое лето показывается людям со своими медвежатами. Выйдут к ручью, походят и обратно в лес уйдут. Выйдет сюда и смотрит, кто ест, кто пьет. Крикнешь и уходит. Летом жизнь в деревне меняется. Одни хотят успеть все посадить на огороде, походить в лес за грибами и ягодами, а другие просто отдыхают. Это деревня Туис-Керис. Название произошло от слов «туис» и «керис». Керис, понятно, гора, а что такое Туис? Есть два варианта. Один – дорога по горе, второй – Туисова гора. Туис – это старинное имя. Антонина Михайловна Туркина знает все про Коквицкую гору. Она краевед и директор музея в Туис-Керисе. В музее нам показали, наверное, единственный в мире глобус на коем языке, напечатанный шрифтом Молодцова. Лунвы Америка. Америка-то она никак не переведешь. Лунвы – это Южная Америка. Вой Америка – Северная Америка. Мексика, Курья, Мексиканский залив. Владимир Туркин работает в школе учителем физкультуры. Это он придумал спортивную часть праздника Лешего. По его мнению, Леший хороший. В старину Лешего уважали. Когда ходили в лес, просили у него хорошую добычу. Когда шли на рыбалку, просили у водяного хорошего улова. Корвались, бабы словьясь. Наядавали, ватра там летины, вот первый запас. Бабушка рассказывала, что если они шли к воде, обязательно брали с собой хлеб. Бросали его в воду и просили: «Вода, не забирай меня». Рыбалка была, вот первый летим, вот мы летим, ты меня, пожалуйста, видь, а за один пост, и не интересует, шибита, что. Счастливы ли жители Коквицкой горы? И что такое счастье? У каждого свой ответ. Это деревня Коквицы, которая и дала название горе. А по коме от, то есть широкая. Деревня стоит на берегу Эжвы. Здешняя природа когда-то заманила сюда Елену Степановну Холопову. Мне понравилось то, что здесь кругом, где не посмотришь, горизонт. Мне нравится простор. Я очень долго жила в городе в общаге, в которой окно мое выходило на глухую стену 21-й школы. Это мало радости смотреть целыми днями на эту стену. А вот тут простор. Елена Степановна пишет рассказы о деревенской жизни, публикует их в журналах и интернете. Сама по образованию историк. Уже в конце 15 века по письменным источникам здесь уже была деревня. А на самом деле в реальности она, конечно, появилась раньше. Коми воевали с какими-то соседними племенами. Усть-Вым городок, он же был огорожен частоколом. Защищались они от нападений. Там был двор для коквицких крестьян. В случае набегов они могли там спрятаться. Тут ведь недалеко по реке до Усть-Выма.
Айнот Гаравылын Пайтвичка выломоводится. Куем кирпичный, но каменный. На Коквицкой горе было 6 церквей, 3 каменных и 3 деревянных. Но в советское время все закрыли, и осталось 2 церкви, которые были видны аж за 20 километров. Но в 30-е годы обе церкви разобрали. В одну попала молния, случился пожар. Его потушили, но в итоге церковь разобрали. А вторую разобрали, и кирпичи отправили в Сыктывкар для строительства здания МВД. Сейчас на месте церкви стоит большой памятник красноармейцам. Говорят, что памятника лицо Сталина, видимо, из-за усов. Есть мнение, что памятник сделали похожим на Сталина, чтобы избежать какой-либо критики. Еще есть история, согласно которой памятник стоит именно здесь. Говорят, что белогвардейцы расстреляли на этом месте 24 красноармейца, 12 из которых похоронены здесь же в братской могиле. В 1963 году жители решили поставить на этом месте памятник. Это старый дом родителей мужа. Занимаюсь огородом. 2 года назад сдали корову. Устали. Сейчас дачников очень мало. Когда-то многие купили дома, заводили хозяйство, но потом уехали, потому что невыгодно. Мне очень нравится здесь жить. Хоть я и не здешняя, приехала только в 24 года. Природа здесь и правда очень красивая. Лес кормит, есть огород, река. Если не ленишься, можно жить хорошо, особенно пенсионерам. Главное, чтобы здоровье позволяло. Это деревня Симукова. Название происходит от имени Симук, первого жителя деревни. И сегодня многие жители носят фамилию Симуков. Например, Галина Константиновна, директор Дома культуры, которая рассказала нам о главной достопримечательности деревни – каменной церкви, построенной в 1900 году, единственной сегодня на Коквицкой горе. Строили деды и прадеды из местного кирпича, строили всей деревней, только архитекторы были приезжие. Церковь стоит на огромных булыжниках. Носит название Святого Николая. Осветили в 1901 году, а в 1903 приехал священник Всеволод Потеменский, которого в 2001 году включили в число новомучеников. Отец Всеволод приехал с женой и 3 детьми. Хоть он был и русским человеком, его сразу приняли. Он был очень добрым, умел выслушать, дать совет. Служил 36 лет. В 1937 году в Чове его расстреляли. В 30-х годах церковь хотели снести, но сумели разобрать лишь колокольню и крышу. Раньше здесь был Дом культуры. Мы собирались сюда, ставили спектакли, смотрели кино. С обеих сторон двери нарисованы кресты. Говорят, когда открыли Дом культуры, кресты закрасили, но каждую весну кресты снова становились видны. Напротив церкви в старой постройке расположился Дом культуры. Когда-то тут была контора колхоза, потом детский сад. А сейчас Дом культуры и библиотека. Дом культуры в Симуково – место притяжения местных жителей. Здесь проводят выборы, медосмотры, приезжает почта. В Доме культуры есть хор из 6 человек «Шудвойт». Сімуковці
sağlık, gümün zeren mışılı. На Коквицкой горе родилось много известных людей. Один из них – генерал-полковник, разведчик Великой Отечественной войны Александр Одинцов. Памятник ему стоит посреди деревни. Он здесь родился и провел юность, и часто приезжал сюда во взрослой жизни. Александр Одинцов служил в разведке, часто бывал в тылу врага. После выхода на пенсию писал книги о войне. Умер в 1995 году. В Семуково есть легенда, что недалеко есть гора Чудь, где в старину жил одноименный народ, а под горой текла река Эжва. Только река течение поменяла, а гора и название остались. Чудь были трудягами, занимались рыболовством, земледелием, охотились, жили в землянках, а когда прибыл Степан Пермский, они не захотели принимать его веру и сделали самозахоронение. В детстве мы ходили, искали драгоценности, говорят, богатые они были. Сейчас там выкопали карьер. Başta üstte ötişe mukovşik, Stamur başta ısıtıcı. Miyanolem davet, Tatış muşta tişret, Teş musa ısmı doşet. Следующая остановка – Гажа-Керес. Не в каждой деревне есть изба-читальня, которая работает круглосуточно, а в Гажа-Кересе есть. Называется «Крестьянская библиотека». Еще тут есть такой указатель, где написано, сколько километров до других деревень и городов. В Гажа-Кересе у каждого дома стоят такие кресты в честь разных святых. Когда-то давно в деревне начался пожар. Тогда жители вышли к нему с иконами, и пожар прекратился. Это бригада из Кажмудра. Хозяйка дома приезжает сюда летом. Сейчас ремонтируют крыльцо. Василий Иванович Козлов – предприниматель с Коквицкой горы. У него работает 25 человек. Делают ремонты, заготавливают лес, ремонтируют дороги. Зарплата небольшая, но на жизнь хватает. Коквицкая гора хранит много тайн. Есть на что посмотреть здесь, да и люди здесь хорошие. Правда, жизнь непростая, но где она проще? Люди держатся. А что будет дальше, время покажет. Thank you.